Якутия является лидером по Дальнему Востоку по экспорту IT-услуг. Помимо этого, республика входит в число 10 ведущих регионов страны по этому показателю. Как отметил глава Якутии Айсен Николаев, необходимость в активном развитии цифровых технологий обусловлена особенностями региона. Огромная территория республики, проблемы с транспортной логистикой. Длительный отопительный сезон влекут за собой рост себестоимости промышленных товаров, производимых в Якутии. Развитие цифровых технологий позволяет устранить это неравенство с другими регионами и территориями и производить информационные продукты и услуги, которые конкурируют на открытом рынке. Так, на сегодняшний день доступ к сети интернет имеет 99% населения, а это более 500 населенных пунктов. На территории Якутии построено более 10 тысяч километров волоконно-оптических линий связи. Следует отметить, что Оленёкский и Венкийский национальный район первым в арктической зоне был подключен к оптоволокну. Планируется, что до 2024 года волоконно-оптическими линиями связи будет охвачено 97% территории региона. В республике продолжается интенсивная работа по переводу государственных услуг на электронный формат. Через региональный портал электронных услуг e-yakutia.ru сегодня есть возможность получить 144 государственные услуги и 41 уникальную муниципальную услугу. За 5 лет количество заявок, поданных электронно, возросло от 1,5 до 105 тысяч в год. Планируется, что уже к 2022 году все государственные услуги будут переведены в электронный формат. Продолжается и работа по подключению к сети интернет социально значимых объектов. Так, за прошлый год было подключено 406 единиц, среди которых образовательные учреждения, фельдшерские пункты, пожарные части и другие объекты. За 2021 год к сети должно быть подключено более 600 новых объектов. Цифровизация развивается и в сельской местности. По республике открываются муниципальные IT-центры. На данный момент их 10. В Намском, Нюрбинском, Сунтарском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском, Мирнинском, Усть-Алданском, Хангаласском и Чурапчинском и Кобяйских улусах. К 2024 году количество таких центров планируется увеличить до 17. Вот уже 10-й год в Якутии действует парк высоких технологий «Технопарк Якутия», который обеспечивает необходимой инфраструктурой как уже действующие IT-компании для дальнейшего развития и выхода на внешние рынки, так и начинающих предпринимателей, студентов, которые только пробуют свои идеи и разработки. В республике большое внимание уделяется профориентационной работе. Для реализации задумок и проверки сил в сфере информационных технологий молодых, креативных и инициативных людей уникальной площадкой является конкурс «Моя профессия IT». Он проходит в формате хакатона, марафона по разработке IT-проектов. Во многом благодаря нему за 5 лет существования конкурса количество выпускников, желающих поступить на IT-специальности, увеличилось почти в 3 раза. Конечно же, говоря о цифровизации республики, нельзя не вспомнить такие компании, как Майтона, Индрайвер и Фантастик. Они являются весомой составляющей экономики региона. К примеру, Майтона – один из крупнейших налогоплательщиков города Якутска, а компании, занимающиеся геймдевом, создали более 1000 новых рабочих мест. Якутия делает ставку на активное развитие инноваций в регионе. В республике принята государственная программа инновационного и цифрового развития на 2020-2024 годы. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что, находясь в Якутии, можно создавать товар, способный перемещаться без использования традиционного транспорта по одним лишь проводам, а то и без них. И это уже не завтра, а сегодня.